Доброе утро. Доброе утро, Венера. Ой, какое разнообразие Да, сегодня. невероятно, просто какое количество книг, и все это детские книги. Да, все это детские. Ох. Да. Вот книга для современного ребенка. Какая она? Что делает ее более привлекательной и читаемой? Но если говорить о совсем маленьких наших читателей, о малышей, то это те книги, которые мы даем практически с рождения. Да, это Вот картонные такие, да? книги. Вот действительно, вот еще и такие книги. У нас были изданы картоны, видите, они небольшого размера, они красочные, их можно Пожевать. Пожевать, да, взять на зуб, их можно непосредственно... Интересный подход к книгам у моей коллеги. Ну, мы говорим сейчас про самых маленьких, да, это наших точно, читателей. это точно. Это книга, которая долго-долго еще прослужит, и если ребенок только-только появился на свет, то первые 3 года, наверное, это будет книга такая прям, которая будет сопровождать ребенка. Да. Если говорить о детях постарше, то это уже красочные издания, те, которые сразу же бросаются в глаза. Мы видим, как дети приходят в наш магазин, они сразу же идут к этим полкам, которые сразу же привлекают внимание. Вот, например, такое издание. Мало того, что оно красочное, оно еще интерактивное, с наклейками, которые позволят узнать, например, в данном случае Татарстан более подробно. И вот с такими красочными рисунками практически каждая страница. Вообще, книги с наклейками — это всегда такой сюрприз, потому что ты не замечаешь, как эти наклейки появляются на твоих вещах. Да. А если уж говорить о детей постарше, то это, конечно же, смысловая нагрузка определенная. Это дети, которые уже ищут в этих историях, может быть, где-то себя, где-то вот более хотят узнать окружающий мир через эти книги. Собственно, сейчас очень большое количество, но я уверена, что каждый читатель может найти именно свою книгу. Но даже Шурале, это уже, как говорится, любимая классика, да, все равно. И вот мне прям сразу захотелось взять эту книгу. Но, вы знаете, традиционно у нас, когда родители приходят, они в основном выбирают классику. Да. Они в основном выбирают классику, то, что было у них, знакомо, да, то, что было знакомым, сюжет знаком. Хотя, к счастью, сейчас много очень молодых авторов, которые поднимают вопросы детей, которые их интересуют. Да, вот как раз об этом мы хотели поговорить. Вот что изменилось в детской книге, если сравнивать ее с изданиями в прошлом? Ну, за последнее время книга действительно поменялась. Она и в полиграфическом исполнении поменялась. Есть уже книги даже, вот, которые... Это вот наш совместный проект с журналом «Салават Капере», который с изображением, вернее, в форме самого животного. То есть она тоже красочная. Поменялся, конечно, интерактивный формат книги. Появились QR-коды. Книги с дополненной реальностью. Вот, например, эта книга, она была у нас... вручена первоклассникам в качестве подарка от президента. И на самом деле поступило очень огромное количество отзывов. Здесь, помимо того, что здесь сказки, здесь ребенок может разукрасить картинку. И прям в цвете карандаша получить, ну, практически небольшой, это через смартфон он оживает. Эта картинка оживает. То есть в данном случае это рыбка, затем там другие еще есть персонажи, и еще эта книга, она на самом деле содержит огромное количество сказок народов Татарстана. Книга меняется, но не остается неизменным одно. Именно детское издание одно из самых востребованных. И, кстати, на нашем сайте есть еще аудиокниги, и как и для взрослых, так и для детей. И самые такие слушаемые, это именно детские аудиосказки. Да, ну включить ребенку и ознакомить его, это, конечно, легко. Вот хотелось бы послушать ваш совет. Как привить ребенку любовь к чтению? Да, вот самое интересное. Ни для кого, наверное, не секрет, что с самого рождения все-таки рекомендуется приучать ребенка к чтению, благо сейчас вот такой выбор, такие издания. Если говорить про детей постарше, то, я думаю, чувствовать надо ребенка. Чувствовать, что он хочет, что его беспокоит. Потому что, если говорить, вот читая именно это, но если ребенка это не интересует, не беспокоит, никогда любовь к книге не появится. То есть, понимая из того, что тревожит, ребенку дать эту книгу. Благо, я повторюсь, сейчас большой выбор. И вот, например, молодой автор Айдар Фартов, например, «Внешкольные каникулы», кстати, рекомендую. Вот, да, на летние каникулы рекомендуете. И если обратиться к аннотации, то в данной повести поднимаются проблемы игровой зависимости, взаимоотношения родителей с детьми, истинной ложной дружбы между детьми, а также их морального физического воспитания. Возможно, если эту книгу ребенок почитает, который сам любит за компьютером сидеть, возможно, он отложит компьютер и будет именно читать книгу. Так что главное найти к ребенку подход. Мне кажется, что вы очень правильно даете совет, потому что, смотрите, я вас слушаю, как я сижу.
Ощущение. Какой хороший Закончится урок. ученик. Хорошо, тогда расскажите о ваших планах на ближайшее будущее. В ближайшем будущем увидят не менее красочные книги. Вот с одним из с таким изданием я сегодня хотела вас познакомить. «Азбука безопасной жизни». Это буквально сигнальный экземпляр. Книга на русском и татарском языке. Это книга, которая позволит ребенку, скажем, в любых ситуациях жизненных правильно себя вести. То есть, что делать, если ты один дома, что делать, если ты оказался на улице, что делать, если вдруг какая-то внештатная ситуация. Эта книга действительно советы, она и как и для взрослых, очень полезная, даже вот сама, когда знакомилась с этим изданием, многое что для себя и подчеркнула. Так и для детей. То есть, собственно, она поможет ребенку безопасно и жить, и избегать таких... Выходить из каких-то ситуаций. Да, то есть это то, что нас окружает, то, что они встречаются каждый день. И еще увидит книга в виде комиксов. Да, в виде комиксов, да. И еще увидит книги с аудиомодулями, которые нажимаешь на кнопочку, и они разговаривают. Вот в скором времени такие издания увидите. Ой, ну что ж, ждем вместе с детками новинки, но, конечно, такое разнообразие огромное. И это здорово, что в период летних каникул у детишек будет возможность все это почитать, и родителям почитать. Да, я в особенности буду ждать комиксы. Вдруг у нас появится свой супергерой. Урма Кучмалай какой-нибудь. Ну, вы знаете, я бы хотела добавить, конечно, арсенал и богатый очень ассортимент, поэтому обращаюсь ко всем родителям и к детям. Пожалуйста, вы можете к нам написать в социальные сети, на сайт обратиться. Мы подберем именно книгу для вашего ребенка, именно то, что интересует вашего ребенка. Ох, супер. Спасибо вам большое.